Уважаемые главы государств, уважаемые друзья, как вы знаете, президент Республики Узбекистан, уважаемый Шавкат Миромонович Мирзиёев, внес неоценимый вклад в укрепление отношений дружбы и добрососедства, обеспечение безопасности и стабильности, устойчивого социально-экономического развития стран Центральной Азии и в целом Содружества независимых государств. Хочу отметить, что во многом благодаря его личным усилиям в межгосударственных отношениях среди государств, участников Содружества, создана совершенно новая атмосфера взаимного доверия и конструктивного сотрудничества. Формируется благоприятная среда, которая способствует росту взаимной торговли и инвестиций, реализации совместных проектов промышленной кооперации, транспортной и водно-энергетической инфраструктуры. Заслуживает особого внимания то, что благодаря политической воле уважаемого Шавката Миромоновича удалось завершить процесс делимитации государственных границ и добавить нашему сотрудничеству положительную динамику во всех сферах, придав импульс решению проблем, которые оставались открытыми в течение многих лет. С удовлетворением отмечаю также огромную роль президента Республики Узбекистан, уважаемого Шавката Миромоновича Мирзиёева, под руководством которого успешно реализуется новая внешнеполитическая стратегия «Новый Узбекистан», и такая конструктивная и прагматичная политика также находит свое непосредственное отражение в успешной деятельности нашего Содружества. Мы все видим, как Узбекистан за последние годы придал качественно новую динамику участию в деятельности СНГ. Среди важных направлений сотрудничества по инициативе президента Узбекистана последовательно решаются задачи в сфере повышения конкурентоспособности транспортных коридоров, гармонизации регламентов и стандартов, проведения согласованной тарифной политики и взаимного предоставления преференций, а также действенных мер по скорейшему устранению барьеров во взаимной торговле в рамках СНГ. Уважаемый Шавкат Миромонович привнес позитивный тренд делу по объединению усилий и оказанию взаимной поддержки в целях создания благоприятных условий жизни народов Содружества, обеспечения их политического, экономического и социального прогресса, развития взаимовыгодного экономического и научно-технического сотрудничества, расширения интеграционных процессов. В этой связи выражаю искреннюю признательность вам, уважаемый Шавкат Миромонович, за ваш неоценимый вклад в интеграцию стран СНГ и постоянно выдвигаемые актуальные инициативы, нацеленные на развитие деловых связей и всестороннее плодотворное сотрудничество на пространстве Содружества. Уважаемые главы государств, выражаю признательность за поддержку нашей инициативы. Для меня большая честь в качестве председателя Совета глав государств Содружества вручить президенту Республики Узбекистан, уважаемому Шавкату Миромоновичу Мирзиёеву, межгосударственную награду «Почетный знак Содружества независимых государств» за выдающийся вклад в развитие Содружества независимых государств, укрепление дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества между государствами, участниками СНГ. Уважаемый Шавкат Миромонович, позвольте пригласить вас для вручения почетного знака СНГ. Для награждения приглашается президент Республики Узбекистан Мирзиёев Шавкат Миромонович. Совет глав государств Содружества независимых государств решил за вклад в развитие Содружества независимых государств, укрепление дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества между государствами, участниками СНГ наградить почетным знаком Содружества независимых государств президента Республики Узбекистан Мирзиёева Шавката Миромоновича. Председатель Совета глав государств Содружества независимых государств Садыр Джапаров.
Слово предоставляется президенту Республики Узбекистан Мирзиёеву Шавкату Мирамоновичу. Уважаемый Садыр Нургаджаевич, уважаемые дорогие коллеги, конечно, это неожиданно, но очень приятно, потому что вот за сколько лет работы вообще сотрудничества наших государств, Узбекистан очень многие и во многих отраслях за последние годы продвинулся вперед, и я думаю, это мои коллеги тоже видели. Я еще раз вам всем за это очень благодарен, потому что это для меня большая ответственность, и я считаю, что это только начало большого пути. И будем все делать, чтобы с каждой страной нашего огромного сотрудничества будем работать совершенно по-другому, потому что сегодняшняя награда, ваше доверие, это многого обязывает и для Узбекистана, и для президента Узбекистана. Я, пользуясь случаем, хочу особенно благодарить за инициативу президенту Кыргызской республики Садыр Нургаджаевича и за теплые слова, за инициирование этого вопроса. И на самом деле, я хочу сказать, за последние годы мы на самом деле с Кыргызстаном добились очень многое. Если говорить историю, 30 лет на себя никто не брал эти сложнейшие вопросы. И воля Садыр Нургаджаевича и воля президента Узбекистана мы многие вопросы решили. И я хочу сказать, что с моими коллегами, которые сегодня присутствуют и которые одобрили, которые поддержали эту инициативу, тоже с каждой страной Узбекистан достиг очень многих результатов за последние годы. Потому что многие вопросы, которые годами не решались, мы за последние годы многие вопросы на таком дружественном, на открыто и доверительно мы эти вопросы решили. Я хочу искреннюю благодарность выразить Сергею Николаевичу, который на пространстве сотрудничества СНГ имеет такой авторитет. И знаете, мы все президенты очень уважаем Сергея Николаевича, потому что за конструктивную, за хорошую, полезную совместную нашу работу. Я еще раз, уважаемые коллеги, вам благодарен, большое спасибо. Я прекрасно понимаю, что это авансом, но вы будьте уверены, что мы все будем делать, чтобы этот аванс воплотился в жизнь, и в нашем сотрудничестве появятся новые страницы работы всех членов сотрудничества с Узбекистаном. Яна Бармата Катта рахмат силарга. Спасибо вам большое. Церемония награждения завершена. Уважаемые представители средств массовой информации, уважаемые дамы и господа, только что завершилось заседание Совета глав государств Содружества независимых государств. В этом году Кыргызская республика председательствует в органах СНГ, и мы приложили все усилия по продуктивному его проведению. Усилия Кыргызстана были направлены на повышение эффективности деятельности организации, углубление интеграционных процессов на пространстве Содружества и активному вовлечению государств-участников в процесс принятия и реализации решений. В рамках председательства Кыргызской республики в организации было проведено много важных мероприятий в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других важных сферах. Одним из приоритетов председательства Кыргызской республики в СНГ были вопросы развития сотрудничества в сфере экологии и охраны природы. К числу важных событий в период председательства Кыргызской республики относим подписание главами правительств государств-участников СНГ важного для Содружества соглашения о свободной торговле услугами, учреждении деятельности и осуществлении инвестиций. Мы уделяли внимание всему спектру сотрудничества в рамках организации, в том числе в сфере межрегионального сотрудничества, вопросам безопасности, борьбы с международным терроризмом и организованной преступностью. На заседании были одобрены соглашения и приняты решения, нацеленные на дальнейшее расширение и углубление гуманитарного сотрудничества. Хочу поблагодарить участников сегодняшнего заседания за продуктивную и конструктивную работу.
Особую признательность выражаю генеральному секретарю СНГ Сергею Николаевичу Лебедеву и его команде за превосходную подготовку сегодняшнего мероприятия. Спасибо большое вам за внимание. Пожалуйста, вам слово. Спасибо большое. Уважаемые представители средств массовой информации, мы признательны за большой интерес к этому важному событию, и не только в жизни Кыргызстана, но и в жизни Содружества независимых государств в целом. Почему? Потому что заседание Совета глав государств – это всегда главное событие года при председательстве в Содружестве. И сейчас, по завершении заседания Совета глав государств, я хочу сказать, что с большой благодарностью и с удовлетворением, благодарностью, естественно, к принимающей стороне, к председателю в Содружестве, что это заседание прошло очень конструктивно, результативно. И все это благодаря тому, что была проведена большая подготовительная работа. Команда исполнительного комитета СНГ работала в тесном сотрудничестве со всеми структурами Кыргызстана, отвечающими за интеграционное сотрудничество, в частности, за проведение и вчерашнего заседания Совета министров иностранных дел, и сегодняшнего заседания Совета глав государств. И это сотрудничество продолжается. Почему? Потому что председательство Кыргызстана в СНГ не кончается сегодняшним днем. Вот Садыр Нургажоевич сказал, что впереди еще предстоят несколько важных встреч, мероприятий под председательством Кыргызстана. 16-17 ноября здесь, в Бишкеке, состоится заседание Межпарламентской ассамблеи СНГ. 8 декабря планируется проведение заседания экономического совета СНГ, тоже под председательством Кыргызской республики. И я глубоко убежден, что и предстоящие мероприятия, которые еще надо будет провести, пройдут достойно, организованно и, самое главное, результативно для укрепления интеграционного сотрудничества в рамках СНГ. Гарантией того, что так оно и будет, являются те проведенные мероприятия, а их огромное количество в течение года, которые прошли при активном участии и при председательстве Кыргызской республики. Это и весеннее заседание Совета глав правительств, оно прошло в Сочи, но под председательством Кыргызской республики. Это и предстоящее заседание Совета глав правительств в конце октября, которое также планируется в Бишкеке. И мы сейчас уже активно ведем подготовку вместе с правительством Кыргызской республики, с Министерством иностранных дел, с экономическими структурами, отвечающими за подготовку тех договоров и соглашений, которые будут вынесены на заседание Совета глав правительств, ориентировочно 26 октября в Бишкеке. Уважаемые коллеги, не могу не сказать кратко и о результатах сегодняшнего заседания Совета глав государств. На этом заседании были приняты 3 важных заявления, подписанные в политической сфере, которые регламентируют наше взаимодействие на международной арене, в многополярном мире. У вас пресс-релизы имеются, вы можете уточнить там точное название этих заявлений. Кроме того, было принято решение о передаче председательства в следующем году Российской Федерации. Я с удовлетворением хочу сказать, как генеральный секретарь, что Кыргызстан остается сопредседателем. И могу повторить слова Садыра Нургажоевича, которые он произнес на заседании Совета глав государств, что, оставаясь в следующем году сопредседателем, Кыргызская республика не менее активно будет участвовать во всем интеграционном сотрудничестве и будет оказывать всемирную поддержку Российской Федерации в рамках председательства. Ну и, конечно, впереди у нас перспектива перехода председательства в последующем, это уже в 2025 году, Республики Таджикистан. Решением сегодня было принято решение, что Таджикистан является сопредседателем в следующем году с перспективой принятия председательства в 2025 году. Это говорит о преемственности
в деятельности Содружества независимых государств. И для меня, как генерального секретаря СНГ, я хочу это особо подчеркнуть, было приятно услышать из уст всех глав делегаций, которые сегодня выступили с подробными, содержательными выступлениями. Приятно было услышать, что Содружество востребовано, Содружеству нужно, и все заинтересованы в том, чтобы Содружество и далее развивалось, совершенствовалось, получало новые импульсы в своем развитии. Было выдвинуто очень много интересных инициатив из уст президентов, и в том числе и Садыр Нургажоевич много интересных инициатив высказал в своем выступлении. Я, как генеральный секретарь, хочу сказать, что после каждого такого заседания мы обязательно анализируем все идеи и предложения, высказанные главами делегаций, сводим их в единый документ и составляем план по реализации этих идей и предложений. Ни одно предложение не останется без внимания. Мы приложим все усилия для того, чтобы они нашли практическую реализацию. Почему? Потому что все эти идеи и предложения направлены на укрепление СНГ. И это очень важно, чтобы они были реализованы. Я в завершении своего выступления хочу еще раз сказать огромное спасибо лично уважаемому президенту Кыргызской республики Садыру Нургажоевичу, всем структурам Министерства иностранных дел, соответственно, аппарату администрации президента, другим коллегам, членам правительства за ту активную поддержку, которую ощущает исполнительный комитет в своей работе, за гостеприимство традиционное, за радушие. И хочу от души пожелать, для меня не чужой, можно сказать, в какой-то степени родной Кыргызской республики. Почему? Потому что я вырос в этом регионе. Да? Мира, стабильности, процветания, дальнейшего движения вперед. Спасибо огромное.